Всем привет! У нас тут последняя в этом году кинолания, и она практически полностью посвящена отечественным новинкам. В преддверии праздников на большие экраны выходит одна из самых масштабных российских лент этого года – «Исторический союз спасения». Мощная картина о восстании декабристов точно заинтересует поклонников военного эпика. Сюжет фильма охватит период истории между 1814 и 26 годами. Офицеры армии Российской империи вернулись на родину после героической победы над войсками Наполеона. Они решают совершить грандиозный переворот, руководствуясь романтическими идеалами, идеей свободы и равенства в стране. Попытка переворота обернется большим количеством погибших и массовыми арестами и станет одним из ключевых событий российской истории. Кульминация той попытки переворота – восстание декабристов на Сенатской площади. Сражение 3000 мятежников с превосходящими правительственными войсками показано в фильме максимально эпично. Масштабное сражение вряд ли кого-то оставит равнодушным. Режиссер фильма Андрей Кравчук. Вы можете знать его по другой военной ленте «Адмиралу». В своей картине он собрал и отличный актерский состав. Максим Матвеев появится в образе Сергея Трубецкого, Кондратия Рылеева сыграл Антон Шагин, а Александр Домогаров исполнит роль Михаила Милорадовича. Александра Петрова в фильме нет. Особое внимание во время создания «Союза спасения» было уделено деталям. Мастера создали порядка 1500 разных костюмов, причем шили их из шинельного и мундирного сукна. А для главных героев было создано по 5-6 разных образов, которые менялись в зависимости от времени их жизни. История творится в Петербурге. Здесь она умирает. Воссоздавали и оружие тех времен – пистолеты, ружья и шпаги. Были сделаны даже копии пушек образца 1806 года, которые использовались в войне с Наполеоном, а затем и на Сенатской площади. С учетом всех этих деталей, неудивительно, что бюджет фильма составил порядка 700 миллионов рублей. На выходе «Союз спасения» – это кино для поклонников масштабных военных фильмов. Вряд ли его можно назвать достоверным с исторической точки зрения, поэтому, если вы мало знаете о восстании декабристов, лучше почитать учебники. Зато в фильме вас ждет красивая костюмированная драма о людях, которые готовы отдать собственные жизни за свои идеалы. В преддверии Нового года в кино стартует еще несколько фильмов, сейчас расскажу о них подробнее. На больших экранах стартует комедия «Холоп». Молодой мажор Гриша натворил много дел, и теперь ему грозит тюрьма. Чтобы исправить сына, его отец-олигарх вместе с другом-психологом придумывает уникальный проект. Они воссоздают на базе заброшенной деревни атмосферу России XIX века. Гриша оказывается в этой деревне и действительно верит, что попал в прошлое. В этом мире избалованный мажор превращается в холопа, живущего в хлеву. Его окружают актеры, чья задача – изменить парня. За каждым его движением с помощью камер пристально следит команда психолога. Грише предстоит научиться ценить простые удовольствия, работать, а также обрести истинную любовь. Кто такие? А? Где ваши смартфоны? Где самолеты, машины? Россию управляет. Давайте все хором. Владимир. Александр Николаевич. Какой еще Александр Николаевич? В кино покажут новую, уже 4-ю часть мультфильма «Иван-Царевич и Серый волк». Зима в Тридевятом царстве в этом году была особенно долгая и холодная, но вот пришла весна. Вот только и она пришла с вьюгой, морозами и снегом. Иван-Царевич, Василиса, Серый волк и царь-батюшка совсем было загрустили, но вдруг пришла новость. В Тридевятом царстве пройдет ежегодный всесказочный конкурс песни. Тридевятое царство на нем представит кот-ученый. И, конечно, вся компания во главе с Иваном и Волком отправляется поддержать пушистого певца. Голос-то сильный, главное противный. А это как раз то, что народ любит. Спустя 15 лет на большие экраны возвращается «Ходячий замок» – шедевр легендарного Хаяо Миядзаки. Для тех, кто еще не смотрел, коротко о сюжете. Злая ведьма заточила 18-летнюю Софи в тело старухи. Заколдованная девушка бежит из города и попадает в удивительный дом на ножках. Там она знакомится с могущественным волшебником Хаулом и демоном Кальцифером. Девушка и демон решают помочь друг другу избавиться от злых чар. Продолжается и показ фильмов прошлых недель. Сейчас короткое видео с этими лентами.
Главная новинка недели у нас фильм о восстании, которое было жестоко подавлено. Поэтому в must-see одна из лучших лент о битве за свободу «Храброе сердце». Фильм вышел в 1995 году, но и сейчас остается примером идеального исторического кино. «Храброе сердце» – лента о легендарном национальном герое Шотландии Уильяме Уоллисе. Он был ребенком, когда его отца убили англичане. Тогда мальчика забрал к себе дядя, который дал ему хорошее образование. На родину Уильям вернется уже взрослым человеком, мечтающим жить мирной жизнью. Но все повернется совершенно иначе. Англичане убьют его невесту, и тогда Уоллис начнет свой поход за свободу Шотландии. Нужно понимать, что «Храброе сердце» сложно назвать исторически точным. Все, кто разбирал картину, прекрасно знают, что в ней большое количество нестыковок, мелких и не очень. Но главная задача фильма не в документальности, куда важнее показать настоящего героя, который поднял нацию на борьбу за собственную свободу. Уильяма Уоллиса сыграл Мел Гибсон, и эта роль до сих пор считается одной из самых сильных в его карьере. Но Гибсон в этом фильме не только актер, а еще и режиссер, причем по ту сторону камеры он отработал ни капли не хуже. На его счету «Оскар» и «Золотой глобус» за режиссуру «Храброго сердца». Всего же у ленты 5 «Оскаров», в том числе и за лучший фильм. «Храброе сердце» – серьезное кино о борьбе за свободу и человеческом героизме. Вас ждут действительно сильная история, мощные актерские работы, невероятные битвы и потрясающие пейзажи. Если вдруг вы еще не смотрели, обязательно посмотрите. Ну а у нас на этом все. Смотрите хорошие фильмы и увидимся в кино.